Ассаламу алейкум, друзья! С вами вновь я, Чечен Синдром. И мир вам. В немецком городе Магдебурге имел место быть удивительный случай. Выходец из Чечни по имени Саид, имя изменено по его просьбе, самоотверженно, едва не с применением силовых мер, на протяжении 2 лет, защищал памятник на месте сожженной при Гитлере синагоги, от неонацистов, передает Rustoria.ru. Из-за этой истории земляки, а в Германии выходцев из Чечни немало, прозвали Саида чеченским евреем, хотя сами теперь, после переезда героя в другой город, обязательно захаживают к памятнику, а на лавочке возле него назначают встречи, говоря при этом на нашем месте. Сам Саид неохотно вспоминает, как защищал от неонацистов памятник. И хотя прямо не говорит, что переехал из Магдебурга в том числе из боязни, что неонацисты могут расправиться с его семьей, отрицать это тоже не стал. По просьбе Саида я не называю его фамилию и город, где он теперь живет. Категорически отказался он также фотографироваться, а имя очень просил изменить. Мы даже друзьям и родным не всем говорим, где живем. Не от хорошей жизни сюда приехали. Вот и не хотим афишировать, где осели. Мало ли что. Как у вас говорят, береженого Бог бережет. Саид, беженец из Грозного, защитник памятника на месте сожженной фашистами синагоги в Магдебурге, руководитель ансамбля национального танца. В Германии Саид создал ансамбль чеченского национального танца. Он выступает с концертами по всей стране, приобщает к родной культуре детей земляков. Конфликт же с неонацистами случился, потому что рядом с памятником, установленным на месте синагоги, которую фашисты сожгли в 30-е годы прошлого века, располагается дом, где жила семья Саида все 8 лет своего пребывания в Магдебурге. Все началось обычным поздним вечером, когда Саид вышел во двор покурить перед сном. Теперь он с этой дурной привычкой покончил из-за серьезных проблем со здоровьем. Он сидел с сигаретой на лавочке, когда к памятнику подошли 3 молодчиков, в характерном облачении немецких неонацистов, а один из них достал баллончик с краской. Надо сказать, что немцы с неонацистами да и обычными хулиганами стараются не связываться. Да и само германское государство стимулирует своих граждан не пресекать всякие безобразия самостоятельно, а только информировать о них полицию. А та, надо отдать ей должное, оперативно. Но одолеть неонацистов у нее получается не очень. Те хитры. И если вы видите акцию с участием 3 представителей этого племени, значит, минимум 2 где-то рядом на стреме. Своеобразно немецкое законодательство определяет и пределы самообороны. Бить нападающего можно только 1 раз, и только защищаясь. Саид всю сознательную жизнь был простым трудягой. И теперь, несмотря на солидный стаж жизни в Германии, многих тонкостей немецкого законодательства не знает. Например, и поныне уверен, что в стране можно курить на остановках общественного транспорта, в то время как это давно под запретом и чревато ощутимым штрафом. И вообще в представлениях о добре и зле привык руководствоваться неписанными законами разных государств, обычаями своего народа. А на Кавказе принято пресекать деяния, которые считаешь неправильными, на месте, не уповая на власть. Неонацисты всех этих тонкостей не знали, но были вынуждены констатировать, что мужчина явно не арийского вида, с трудом говорящий на ломаном немецком, с ним Саид не в ладах и поныне, проявил нетипичную реакцию. Охота уже поговорить с ним по душам окончательно отбил устремившийся ему на помощь пожилой чеченец, живший в том же доме. В одной руке старик держал костыль, в другой — нож. Неонацисты в страхе отступили. Саид же после этого и заступил на боевое дежурство. Регулярно выходил курить к памятнику, приглядывал за ним из балкона. Несколько попыток неонацистов расписать его краской он предотвратил одним лишь гневным окриком. В кустах рядом с памятником у него был припасен дрын, на случай столкновения с превосходящими силами противника. Друзья Саида, которые знают немецкие законы лучше, объяснили, что если бежать к неонацистам с палкой наготове,
это напасть первым. Правильнее, орудие для самообороны подобрать на месте. После того, как те ответили агрессией на замечание, это будет считаться самообороной. Совету Саид внял. Как-то молодчики исхитрились подкрасться к памятнику и, пока Саид их не заметил, написали гадость уже в адрес его добровольного защитника. Граффити это смыли, но следы первой буквы имени Саида в немецкой транслитерации сохранились и поныне. Теперь магдебургские чеченцы шутят, что неонацисты тем самым увековечили подвиг самого Саида. Саид долго не мог понять, правильно ли поступил, рассказывает его друг Магомед, до Первой Чеченской войны работавший проректором одного из грозненских вузов. Саид расспрашивал меня, что означают эти граффити на памятнике. Я объяснил, что это то же самое, как у нас в Чечне после депортации в 1944-м. Из надгробий наших предков строили свинарники. Тогда он сразу успокоился и сказал, что нельзя евреев в обиду давать. Они и так сильно пострадали. Теперь друзья Саида уверены, что, узная его историю в Израиле, поставили бы там ему памятник. А сам он не хотел ее афишировать даже в кругу земляков. Он боялся, что чеченцы его осудят. Антисемитов у нас хватает. Кто-то считает, что все беда от евреев, кто-то из-за конфликта с арабами, братьями по вере. Израиль недолюбливает, хотя евреи в Чечне с незапамятных времен живут. Наверное, Моисей к нам зашел, а кто-то там и осел. С чеченскими евреями мы всегда жили дружно, не были редкостью и смешанные браки, говорит Магомед, друг Саида. Вопреки опасениям Саида, земляки отнеслись к его истории с памятником уважительно и сочувственно. Только в шутку, любя прозвали его чеченским евреем. А после его отъезда из Магдебурга, не сговариваясь, как-то незаметно для самих себя взяли монумент под свою опеку. «Сам живу недалеко», — рассказывает Магомед. «Иду куда? Обязательно сделаю крюк, пройду мимо памятника, посмотрю, как там. Ноги сами несут». И многие наши так. Друзья, на этом все. Спасибо вам за просмотры, с вами был Чечен Синдром, и до новых встреч.